Политика на Радио КП. Владимир Варсобин для радио «Комсомольская правда». Не умею проигрывать. Не то, что обидно, противно наблюдать, как победу празднует несправедливость. Я долго следил за этой нехорошей историей, пытался повлиять на ее финал, сделать его справедливым, как минимум человеческим, не смог. Если кто помнит, в «Комсомолке» вышло мое нашумевшее расследование. Я спас ему жизнь, а он выселяет моих родителей из их же дома, как в Абхазии продолжают беспощадно обманывать русских людей. Напомню суть. Семья пенсионеров и Нюткиных из Москвы, продав квартиру и гараж, купили свою детскую мечту «Домик в Гаграх». Их сын Вячеслав Анюткин, врач скорой помощи, на свою беду сделал доброе дело. Спас от смерти абхазского гражданина некого Фарида Кабахия. Подружились, стали чуть ли не кровными братьями. Кабахия предложил купить другу дом в Абхазии, оформить недвижимость на него, убедив того, что любую недвижимость в Абхазии нельзя продавать иностранцам. На самом деле только жилую, а дом был зарегистрирован как коммерческий объект, поэтому и Нюткины легко могли оформить его на себя. Тут есть грех. Нюткины оказались поразительно наивными людьми. Они отдали деньги, прожили в доме лишь несколько лет, и вероломный Кабахия вдруг подает в суд с требованием выселить стариков. И выселили бы, если бы не возмутилась Россия. История заинтересовалась «Комсомолка», потом Госдума, сочинская полиция, прокуратура. История была максимально прозрачная, и Нюткин отдает деньги продавцам дома. В документах формально значится фамилия Кабахия, который ни копейки денег за покупку не заплатил. Свидетелей целая толпа. Транзакции, как продавалась квартира в Москве, как деньги шли в Абхазию, как на ладони, и казалось, справедливость неизбежна. Невиданное для Абхазии дело. Следователи начали разбирать дело всерьез. Верховный суд Абхазии встает на сторону несчастных стариков и Нюткиных, обвиняет решение нижестоящего суда, отдавшего дом Кабахия. Казалось бы, вот-вот случится чудо. Абхазская Фемида возвращает обманутой русской семье имущество. Такое на моей памяти, кстати, не случалось никогда. И вдруг тут любопытному читателю-слушателю придется зайти на kp.ru за подробностями этой истории. Мы с Нюткиным проиграли. Президиум Верховного суда Абхазии решением 3 судей против 2 оставил московских стариков без квартиры, дома и приговорил их к выселению. Мы боролись 3 года, и все-таки русские старики на улице. В зале суда Нюткина-старшая чуть не потеряла сознание, гипертонический криз. И что делать дальше, не знаю, осталась лишь злость. Как назло, в памяти накопилось много типовых историй. Российские инвесторы вкладывают деньги в Абхазию, открывают гостиницы, лечебный центр, нанимают местный персонал, а потом обнаруживают, что де-факто они уже не хозяева. Мой знакомый бизнесмен Панов, что открыл первый в Абхазии трубостроительный завод, юридически им владеет, но фактически 7 лет даже не может в него зайти. Прокуратура, суд, местный президент – бесполезно. Та же история, что с Нюткиным. И таких историй десятки. Открываешь в Абхазии клинику, а ей владевают местные врачи. Гостиницу хозяевами становятся арендаторы. Как защитить своих в стране души? Над этим вопросом я бьюсь много лет. И проигрываю. Варсобин, телеграм-канал, подписывайтесь. Политика на Радио КП.